Здравствуйте! Этот выпуск итоговой программы «Житикун» мы посвящаем трагическим событиям, которые произошли в Актобе 5 июня. Мы попытаемся понять, что, собственно, это было, кто устроил эту циничную атаку, какие цели преследовали террористы и какие уроки вынесли все мы. Итак, ровно неделя. В прошлое воскресенье все началось, и в наступившее новое воскресенье все закончилось. Сегодня в результате спецоперации задержан последний предполагаемый преступник. Арсен Танатаров. Вот его фото из ориентировки. А это кадры, которые мы получили от наших сопкоров в Актобе. Террористы укрывались в доме номер 15 по улице Жеманкулова. Их было трое. Всех задержали. Там же обнаружили оружие. То самое, которое было похищено 5 июня в магазине «Паллада». Сотрудниками правоохранительных органов и специальных служб в ходе проведения специальной операции задержан Куаншпаев, Акпамбетов и Танатаров, причастные к совершению актов терроризма в Актобе. Акпамбетов при попытке бегства получил огнестрельное ранение в ногу. Куаншпаев и Акпамбетов были задержаны в 22:43 по местному времени. Танатаров был задержан сегодня в 9 часов утра в месте его возможного появления. У преступников изъято оружие, похищенное в магазине. При проведении операции была обеспечена безопасность населения. Пострадавших среди сотрудников силовых структур нет. Силами правоохранительных органов обеспечивается безопасность граждан и правопорядок на территории города. В результате специальной операции все террористы задержаны или нейтрализованы. И сегодня же заместитель председателя КНБ рассказал о том, что по итогам спецоперации задержаны 9 предполагаемых бандитов, 18 уничтожены. Изъяты 23 единицы оружия, а 25 заведенных уголовных дел объединены в единое производство. Уровень террористической угрозы в Актюбинской области понижен с красного до желтого. По предварительным данным, террористы после завладения огнестрельным оружием намеревались осуществить нападение на исправительные учреждения и отдельные административные здания государственных органов. Качественный уровень взаимодействия государственных структур позволил в кратчайшие сроки осуществить розыск, задержание и ликвидацию членов террористической группы. От имени руководства антитеррористического центра Республики Казахстан хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибших. События в Актобе показали высокую поддержку населения, действиям специальных и правоохранительных органов, единство и сплоченность народа Казахстана перед террористическими угрозами. Любые возможные попытки дестабилизации обстановки внутри страны будут пресекаться жестко и своевременно. Антитеррористический центр особо выражает благодарность всем жителям Актюбинской области, города Актюбинска, оказавшим содействие в розыске и задержании преступников. Итак, непростая, тяжелая для казахстанцев неделя завершилась. На протяжении 7 дней жители страны переживали, сопереживали, помогали тем, в чьи семьи пришло горе. Но, пожалуй, главное, что правоохранительные органы и спецслужбы страны продемонстрировали высокий профессионализм, оказались готовыми к отражению атаки и проявили настоящий героизм, в буквальном смысле спасая жизни мирных жителей. Ну а теперь вспомним, как все начиналось. Пользуясь либеральностью нашей государственной политики, наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Итак, вспомним те дни. Группа людей напала на магазины охотничьих товаров. Затем попыталась атаковать воинскую часть Национальной гвардии. Некоторые эксперты усмотрели в действиях бандитов так называемый кавказский сценарий. Это когда преступники вначале захватывают оружие, а затем начинают атаковать государственные и финансовые учреждения. В 2005-м нечто подобное произошло в Нальчике. Тогда бандитов нейтрализовать и уничтожить удалось ценой десятков погибших и сотен пострадавших. Но на что надеялись преступники в Актобе? Ведь определенно сил даже нескольких десятков вооруженных людей не хватит для того, чтобы совершить успешный налет на базу спецподразделения. Об этом еще будем говорить сегодня. Тем более, что власти среагировали практически мгновенно. Из объектов массового скопления эвакуировали людей, а горожан оповестили о возможной угрозе. Систему информирования в целом и в таких ситуациях в частности сегодня тоже еще обсудим.
Вероятно, те, кто занимался организацией преступления, изначально планировали, что группа террористов будет уничтожена. Тогда возникает вопрос о целях нападения, проверка на прочность или попытка заявить о себе. Отдельно хотелось бы остановиться на личностях террористов. Большинство молодые относятся к категории людей в социум вовлеченных минимально. Показательное отношение к ним родственников, по крайней мере, к тем, чьи биографии стали доступны. Один из предполагаемых бандитов – Дмитрий Танатаров, 89-го года рождения. Уже после того, как теракт произошел, его брат Владимир рассказал и о странном поведении парня, и о том, как взгляды на жизнь у того радикализировались, и о том, как полицию просил изолировать Дмитрия от общества после того, как тот похитил собственного ребенка. Еще один вероятный подозреваемый Айдос Жубанов родился в 85-м. Был замкнутым, немногословным, как будто загнанным в угол. Родственники с ним не общались, потому как парень вроде как болел туберкулезом, был судим за убийство. Вот и получается, что в компании вероятных террористов, называть их таковыми мы не имеем права до решения суда, собрались самые разные люди, в том числе и судимые, объединенные, судя по всему, какой-то идеей, которая и заставила их начать убивать. Другой вопрос о тех, кто внушил им ту самую идею. Тем временем на неделе пришла информация из соседнего Актобе-Уральском. Как выяснилось, там 70% приверженцев нетрадиционных религиозных течений – молодые люди. В группе риска – безработные, социально уязвимые, студенты, члены семей, чьи родственники осуждены за экстремизм. Вот и вырисовывается портрет человека, могущего попасть под влияние псевдоучителей и наставников. И тут уж можно говорить о том, что радикализированным в стране может стать любой, кто по той или иной причине выпал из социума и не может туда вернуться. Институты социализации работают, но как-то, видимо, не дорабатывают. Ну а тут и общество настраивается на то, чтобы такие люди встречались на его пути как можно реже. Не потому что общество такое черствое, а потому что работа, соответствующая с ним, не проводится. Поступала информация о том, что один из членов группировки был как-то связан с ИГИЛ, но в Комитете по делам религий до сих пор ничего внятного не говорят по этому поводу. У нас такой информации непосредственно нет. Все это изучается сейчас в рамках уголовного дела соответствующими государственными органами. По комитету эти документы пока не поступали. По информации акимата Актюбинской области и соответствующих подразделений, которые занимаются профилактикой экстремизма, работой теологами, работающими по дерадикализации, они подтверждают, что часть этих людей в свое время проходила реабилитацию, с ними осуществлялась попытка их дерадикализации и возвращения в лоно традиционной религии. Но, к сожалению, результаты были неэффективны. Выяснилось, что почти половина из всех, кто совершил налет в Актобе, состояли на учете в специальном центре по работе с религиозной молодежью, все в том же Актобе. То есть у них уже была приверженность радикальным идеям, и им нужна была помощь. Помощь эта была оказана, вроде как излечились, но что было дальше? А здесь уже вопросы опять же к обществу. Компании таких людей, затерявшихся ли во времени или состоявшихся, как правило, собираются на съемных квартирах. Соседи эти собрания видят, но как бы не замечают. Вот и получается, что псевдорелигиозная ячейка может проводить собрания ежедневно прямо за стеной вашей кухни. Призываю весь народ наш, все политические общественные объединения сплотиться и показать, что мы защитим наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев. В очередной раз террористы, прикрывающиеся религией, показали свое истинное лицо. Несмотря на то, что такие люди называют себя защитниками веры, на самом деле им чужды истинные исламские ценности. Сам факт совершения этих действий накануне святого для мусульман месяца Рамазан является наглядным доказательством этому. За несколько часов до начала страшных событий в Актобе в социальных сетях, сервисах по передаче информации появились странные сообщения и видео, на котором молодые люди со своеобразной, присущей отдельным категориям недополучивших образования гражданам манерой общения совершали противозаконные действия с использованием огнестрельного оружия. Добродушные граждане страны с детской непосредственностью пересылали видео знакомым, те своим, а через несколько часов грянуло. Интернет сегодня, пожалуй, уже больше, чем просто сеть для передачи данных. Сервис по передаче текстовых сообщений в критической ситуации может превратиться в средство массовой информации, тем более в условиях ее отсутствия.
Большинство родителей не смогут сказать, с кем переписывался их ребенок сегодня ночью и до скольки. Вот и получается, что в интернете мозги промывают вполне себе благополучным. Один из примеров – 13-летняя девочка, которая чуть не поехала на войну. И множество других, когда здоровые психически и физически люди, подпадая под пропаганду, просто собирают вещи и уезжают. Наверное, это еще нужно усилить. Конечно, мы обращаемся к родителям сегодня, потому что сегодня растет поколение, которое дети интернета, они очень много читают. Родителям сегодня тоже нужно быть очень бдительными, смотреть, что читают дети, что они смотрят, как они, с кем они дружат. И, конечно же, это все всегда было большой ценностью для нашего общества. Но сегодня, наверное, вот эти моменты, воспитательные моменты, они еще больше и больше возросли. И показательно, что информация из сети или мессенджера, разосланной неведомо кем, верят больше, чем официальной. В день теракта в Актубе отключили интернет. Если быть откровенными, то сегодня можно понять, что массового психоза во многом удалось избежать именно поэтому. Ведь жители большой страны с детской непосредственностью продолжают пересылать друг другу непроверенную информацию, способную привести к трагедии. Вспомнить хотя бы 21 мая. Провокаторы в соцсетях распространяли заведомо ложную информацию, а жители большой страны верили, даже не попытавшись перепроверить сведения. Некие силы пытались провести организованные акции неповиновения, пользуясь неосведомленностью людей. По версии следствия, акции протеста могли перерасти в кровавые бунты. Но что самое невероятное и неприятное, за организацией беспорядков стояли вполне себе обеспеченные казахстанцы. Некоторые занимали высокие посты в силовых и правоохранительных структурах. Получается, что они же пытались пустить неосведомленных сограждан на мясо. Чуть позже расскажем, кого подозревают в попытке организации кровавых мятежей и назовем фамилии тех, кто обвиняется в попытке насильственного свержения власти. Ну а пока вернемся в Актубе, туда, где несколько дней сохранялся красный уровень террористической опасности. Мой коллега Артем Петров всю неделю оперативно передавал сообщения из горячих районов областного центра, а уже после всего случившегося попытался найти логику в действиях бандитов. Сейчас, когда от банды актюбинских террористов уже ничего не осталось, можно наконец задаться главным вопросом. А что это, собственно, такое произошло? Четко спланированный террористический акт или все-таки спонтанная вылазка псевдорелигиозных фанатиков? Начнем с самого начала. Нападение на оружейные магазины. В Палладу боевики нагрянули, вооружившись лишь пистолетами. Там они убили продавца и завладели нарезным и гладкоствольным оружием. И зачем-то прихватили с собой газовые пистолеты и охотничьи ножи. Ветеран национальной разведки, генерал-майор в отставке Михаил Дауэнов лично участвовал и планировал несколько контртеррористических операций, поэтому может без труда отличить обученного боевика от обычного вооруженного бандита. То, что случилось, мы называем террористическим актом со стороны группы молодых людей, оно является спонтанным действием. Спонтанность заключается в том, что многие элементы их первоначальных действий, оно как-то не похоже на организованную какие-то, будем говорить, террористические или бандитские действия. На этих кадрах, которые за считанные минуты разлетелись по всему миру, видно, как абсолютно неорганизованная толпа людей суетится на тротуаре. Кто-то тщетно пытается зарядить ружье или снять винтовку с предохранителя. Другие вовсе роняют оружие на землю, а затем снова поднимают. Одним словом, полная неразбериха. По словам ветерана спецслужб, все это говорит лишь об одном – никакой армейской подготовки и уж тем более боевого опыта у большинства нападавших попросту не было. Одно абсолютно ясно – группу вооруженных бандитов кто-то направлял, указывал, куда идти и что предпринимать в той или иной ситуации. Один из организаторов, он имеет опыт, определенный опыт боевой, значит, может нападать, может, так сказать, захваты делать, так как он прошел службу в воздушно-десантных войсках. И его характер был настолько твердый
И он, видимо, своим характером задавил этих молодых людей. После первого нападения экстремисты разделились. 6 из них на ранее захваченной ими полицейской патрульной машине отправилась к оружейному магазину «Пантера». Вторая группа, захватив маршрутный автобус и высадив из него всех пассажиров и кондуктора, принудили водителя направить машину к войсковой части Национальной гвардии. Ими командовали эти двое зачинщиков, которые говорили: делай так, пошли так. Поэтому здесь как таковой тактики, что они разбились по группам, скорее всего, это спонтанно получилось. В другом оружейном магазине «Пантера» террористам оказали сопротивление посетителям магазина – 2 брата рыбака. В результате 35-летний Михаил Матросов был убит, его брат тяжело ранен. Судмедэксперты указали на наличие свежих ссадин на кулаках погибшего. Стало быть, Матросов дрался с террористами. Позже группу нападавших на магазин «Пантера» уничтожили. Одного преступника задержали. Получается, у банды даже не было путей отступления. Они просто бестолково отстреливались от полиции. Сама эта группа, она не организована. У него нет основы, у него нет структуры, у него нет основной задачи, функции, у него нет элементов подготовки к совершению террористических актов. Ни оружия, ни взрывчатки, ни схемы и так далее. Отсутствие логики в действиях бандитов создало дополнительные сложности для профессиональных сотрудников специальных силовых структур. В воинской части Нацгвардии террористы, получив достойный отпор, бросились в рассыпную. Высокая вероятность была того, что бандиты попытаются устроить еще одну атаку. Возможно было и то, что они просто попытаются залечь на дно. За короткое время правоохранителям нужно было проработать массу вариантов развития событий. Ошибка могла стоить жизни безвинных мирных граждан. Конечно, если бы не героические действия военнослужащих, которые ценой собственной жизни не пустили бандитов к складу с оружием, последствия могли бы быть гораздо кровавее. Погибли солдаты и офицеры, как бы это пафосно ни звучало, защищая родину. Защищая с ножом в руках. Другого оружия на КПП не было. Будь у них автоматы, все террористы остались бы лежать там, у стен войсковой части. Кто теперь усомнится в боеспособности нашей армии или непрофессионализме патрульных полицейских, которые бились с террористами до последнего патрона? Сейчас в интернете напишут, мол, силовые структуры Актубе оказались не готовы к теракту. Это террористы не подготовились. А актюбинские полицейские и военные задачу свою выполнили. Каждый хочет быть стратегом, видя бой со стороны. Террористические акты такие, антитеррористические операции – это сложные операции. Можно сказать, они и военные операции, оперативные операции очень сложные. И говорить со стороны, делать так надо или не сделали так – это абсолютно неправильно. В этой системе антитеррористической имеются свои нормативные акты, имеются свои положения, свои, так сказать, правила, в кавычках будем говорить, игры с террористами. Судя по всему, наши спецслужбы и на этот раз террористов переиграли. Сделали все, чтобы не допустить массовой гибели наших мирных граждан. Взять, к примеру, одну из последних операций на улице Некрасова в старом центре Актубе, когда перед штурмом спецназ буквально на цыпочках эвакуировал почти всех жителей пятиэтажного дома и соседних зданий. Отключили свет, газ и только потом пошли на захват. В итоге 4 преступников ликвидированы, никто из горожан не пострадал. В 2015-м в Бишкеке спецназ штурмом брал дом, в котором засели вооруженные бандиты. О гражданских там не думали. Прежде чем уничтожить бандитов, сожгли 4 дома, и мирное население никто не эвакуировал. Стреляли буквально над головами детей. Наши антитеррористические силы, наши специальные органы выполняют свою миссию в первую очередь – это защищать жизнь людей, которые оказались в зоне этих террористических групп. В первую очередь – это безопасность. И даже если эта группа бандитов и планировала осуществить серьезную акцию, то их планы были сорваны. Сейчас уже есть предположение, что эти бандиты – это все, что осталось от радикальных ячеек в Актубе, ликвидированных спецслужбами в этом регионе еще в 2011 году. Сегодня угрозы терроризма кардинально изменили наше понятие о международной безопасности. Сейчас террористы не знают границ, не делят страны на бедные и богатые. Их задача – напугать и навредить. Если раньше за террористическими атаками мы наблюдали по телевизору, сейчас из собственных окон. Поэтому казахстанцам сейчас как никогда нужно объединиться и попытаться не пустить эту заразу в наши дома. Артем Петров, Серик Конырбаев из Актубе специально для ЖТК.
Но сейчас предлагаю немного вспомнить географию и попутно узнать об экономике Актюбинской области, второй по площади среди областей Казахстана. Итак, регион расположен на западе страны, граничит с Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областями, Оренбургской областью России и Республикой Каракалпакстан Узбекистана. Здесь же крупнейшие залежи полезных ископаемых – нефти, газа, меди, хромитовых, никель-кобальтовых руд. За 4 месяца года товарооборот составил $843,9 миллиона США. Население 838 100 человек. Здесь же действуют крупные предприятия CNPC «Актубемунайгаз», завод ферросплавов, китайская буровая компания в составе русской медной компании «Актюбинская медная компания». Об Актубе, но только уже с точки зрения географии и экономики, на неделе говорил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бардюжа. Как заметил генсек ОДКБ, спецслужбы Казахстана оперативно отреагировали на нападение радикалов и вмешиваться в ситуацию ОДКБ не собирается, поскольку события в городе не угрожают коллективной безопасности стран-участниц организации. Бардюжа же оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в России. Я только что расписался в книге соболезнований по случаю гибели граждан Казахстана в этом бесчеловечном террористическом акте, происшедшем в городе Актабе. Случившееся еще раз подтверждает, что мы должны быть вместе, мы должны крепить нашу коллективную систему безопасности, мы должны помогать друг другу и, самое главное, очень активно бороться с любым проявлением терроризма или экстремизма, как предшественника террора. Проблема терроризма между тем актуальна сегодня и для стран ШОС, и ОДКБ, и СНГ. В Содружестве, к слову, выявили больше 30 террористических ячеек. Об этом сообщили в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Борьба с террористами ведется всем миром, в том числе и на уровне ОДКБ и ШОС. А тем временем глава Минобороны России предложил Казахстану и Шанхайской организации сотрудничества выработать дополнительные меры по борьбе с терроризмом. Попутно глава российского оборонного ведомства заметил, что прибыл в Казахстан не просто как к стратегическому партнеру, а как к другу. В 2017-м очередное совещание министров обороны ШОС решено провести в Казахстане. О готовности укреплять сотрудничество с Казахстаном в борьбе с терроризмом в телеграмме соболезнования сообщил и президент России. Случившееся еще раз подтверждает, что терроризм не знает границ и представляет реальную опасность для всех стран и народов мира. Победить это зло возможно только объединенными усилиями всего мирового сообщества. Хотел бы подтвердить, что Россия готова к дальнейшему укреплению партнерского взаимодействия с Казахстаном на антитеррористическом направлении. Соболезнования в связи с терактом в Актубе выразили главы Беларуси, Татарстана и многие другие иностранные государства и международные объединения. Террористический акт, произошедший в любом государстве, мгновенно становится объектом интереса иностранной прессы. Случаются и казусы, когда СМИ выдают данные о происшествии немногим раньше, чем оно, собственно, происходит. На теракт в Актубе зарубежные средства массовой информации тоже отреагировали. Уже через небольшой промежуток времени в некоторых СМИ, которые финансируются так называемыми борцами за демократию, начали выходить полуаналитические обзоры. И тут нужно учитывать, для того, чтобы провести хотя бы простейший анализ ситуации, времени нужно немного побольше, да и ситуацией на месте нужно владеть. А пока иностранная пресса жужжала и искала подтексты, правоохранительные органы Казахстана самоотверженно выполняли свой долг и смогли предотвратить страшное. Об этом, наверное, иностранная пресса и не напишет вовсе. По моему поручению работает специальная межведомственная следственно-оперативная группа во главе с министром внутренних дел. Следствие ведется под личным контролем генерального прокурора страны. Все преступники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. По имеющимся данным, террористический акт организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений. Инструкции они получили из-за рубежа. После известия о случившемся в Казахстане были мобилизованы все силовые структуры, а в городе был введен красный максимальный уровень террористической угрозы. Сотрудники органов правопорядка ценой своих жизней остановили террористов. Они проявили профессионализм, верность своему долгу, доблесть и патриотизм. Хочу особо отметить высокий уровень слаженности, оперативности действий сотрудников полиции и Национальной гвардии. В сложной ситуации жители Актубе проявили выдержку, не поддались панике и провокациям.
Уже после практически окончательного завершения операции по ликвидации и нейтрализации бандитов президент страны собрал Совет Безопасности. Один из основных посылов – в стране пришло время пересмотреть принципы работы силовых структур. Спустя 5 дней после событий в Актюбе на самом высоком уровне звучит вполне конкретная оценка случившемуся, а значит, силовые органы располагают неопровержимыми доказательствами. С точки зрения эмоций, бессмысленные и жестокие атаки. На языке закона теракт, организованный последователями радикальных идей. Мы уже знаем, что это была террористическая вылазка группы последователей нетрадиционного религиозного течения салафизм. Мы, обеспечивая свободу вероисповедания и предоставляя гражданам возможности отправления своей религии, в то же время будем давать решительный отпор всем, кто, прикрываясь религиозными лозунгами, будет расшатывать обстановку в стране. Первый отпор дала полиция, иначе потерь среди мирного населения могло быть и больше. Профессиональная работа МВД высоко оценена высшим руководством. Отпор дало и само общество, осуждая акт насилия и скорбя вместе с семьями погибших. События в Актюбе не только заставили задуматься о том, насколько органы и население готовы к подобным атакам, но и подтолкнуло власти к решительным мерам в сфере национальной безопасности. Пришло время усилить наше законодательство, провести анализ наших программ, которые мы по этой части приняли, и что необходимо, надо внести изменения. Думаю, что наши граждане правильно поймут, почему мы вынуждены принимать такие меры. Спокойствие, стабильность в нашей стране – это самое основное, на основе которого может развиваться государство, на основе которого мы достигнем всех наших целей. Новшества точечно коснутся только тех сфер, где есть риски. Миграционное законодательство, хранение и оборот оружия, охрана зданий, деятельность религиозных объединений и работа силового блока в целом. Президент заявил, что необходимо в корне пересмотреть методы работы силовых структур и подумать об изменении статуса простого полицейского. На все факты нападения, неуважения и к полицейскому должны даваться жесткая правовая оценка со стороны правоохранительной системы. Человек в форме должен быть под особой защитой государства. Ему должна быть гарантирована неприкосновенность во время исполнения служебного долга. Естественно, полицейский тоже должен себя вести соответственно. В кратчайшие сроки поручено разработать понятный для населения алгоритм действий при террористических атаках и ЧС. В каждом крупном городе обязательно должны работать системы мгновенного оповещения населения. Особое внимание необходимо уделить охране военных объектов, включая военные городки, воинских частей, мест хранения боеприпасов и вооружения и объектов массового скопления людей. Надо оснастить все аэропорты, железнодорожные вокзалы современными системами досмотра, дворы качественным видеонаблюдением, что имеется во всех других странах. Все эти меры не должны создавать неудобства для граждан. Важно и усилить контроль за иностранным финансированием казахстанцев и организаций, действующих в республике по опыту США, Израиля и Германии. Прекратить бесконтрольную миграцию, навести порядок с незаконными поселениями и занять безработных. Словом, минимизировать условия для возникновения преступности. Этому профильные министерства должны уделить особое внимание. Правительству надо ускорить работу по созданию интегрированной системы миграционного контроля, основанной на современных технологиях. Приступить к разработке проекта закона о дактилоскопической регистрации, то есть биометрии. До этого обеспечить исполнение имеющихся механизмов регистрации и учета населения. Руководители местных органов власти несут персональную ответственность за недопущение таких поселения и самозахвата земельных участков на дачах и так далее. Всем акимам поручаю проводить эту работу и докладывать мне каждые полгода. Следует предусмотреть возможность обязательной регистрации мигрантов, которые прибывают в нашу страну. Все сказанное должно быть отражено в нормативных правовых актах.
Регулированием миграционных процессов займется новое Национальное бюро по вопросам миграции при МВД. Самому министерству поручено провести тщательную проверку оружейных магазинов и учреждений, имеющих на балансе оружие, на предмет соблюдения мер антитеррористической защиты. Министерство внутренних дел в месячный срок обеспечить внесение изменений в законодательство, если это нужно, запрещающих продажу оружия в состоянии, пригодном для быстрого несанкционированного применения. Видели же, когда все спусковые крючки были привинчены, они не могли использовать это. Почему это не используется везде всюду? Усиливающих квалификационные требования, обеспечивающих охрану объектов, где хранятся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Кроме того, определить места, где должны быть эти оружейные магазины. Не в многоквартирных же домах многоэтажных, а в специальных. В пакет законодательных инициатив поручено включить и меры усиления наказания в отношении казахстанских граждан, участвующих в международных террористических организациях. Глава государства прямо заявил, они предают интересы Родины, фактически встают на путь войны против своего государства. А если эти, готовые к убийствам и ведению боевых действий бандиты, возвращаются домой, то сеять разумное, доброе, вечное они уж точно не будут. Мы теми мерами, которые я сказал, не ограничимся. В ближайшее время примем комплексные решения по всем другим вопросам. Аппарат президента и Совет Безопасности будут над этим работать вместе со специалистами. Хочу обратиться ко всем гражданам Казахстана. Покой и стабильность в нашей стране будут обеспечены. У нас для этого есть силы, средства, люди, которые занимаются. Вы видели, что они именно сработали сейчас. На подготовку новых законодательных инициатив у правительства всего 2 месяца, так что это лето для разработчиков пакета будет нелегким. Уже в сентябре парламент страны должен будет принять на рассмотрение целый комплекс поправок в законы, которые призваны не только защитить общество в чрезвычайной ситуации, но и в целом сократить уровень преступности в стране. Дмитрий Олейников, Гульнара Жандагулова при поддержке ТРК президента Жетыкон. Несмотря на то, что в Актубе снят красный уровень террористической угрозы, меры безопасности в местах большого скопления людей усилены. Так теперь будет всегда. А после принятия специальных законов охрана мирного населения должна стать на порядок выше. А в Актубе и на родине погибших в бессмысленной жестокой бойне прощались с теми, кто в мирное время пал от рук бандитов. Кто-то из погибших случайно оказался на пути вооруженной банды, но и они до последнего защищали и защищались. Других застрелили на боевом посту. У каждого остались семьи, дети, внуки. Руслан Идрисов и сам едва сдерживался, побывав на церемониях прощания. Он живой. И он останется в сердце у нас. Очень жалко и больно, что вот такой хороший человек ушел очень рано из жизни. Отцу позвонили, сказали, ваш сын ранен, срочно приезжайте. Отец убежал в больницу, оказалось, что Мирхан уже скончался. Мне в морге сказали, говорит, его привезли уже все. Последний, полтора часа последнего криминалиста. Скорую не подпускали. Они вспоминают, говорят о тех, кого больше нет. Их голоса разносятся по всей стране. Магазин «Паллада» в Актубе в эти дни больше был похож на мемориал памяти. Из оружейного магазина выносят гроб с телом Андрея Максименко. Он не дожил всего 3 дней до своего дня рождения. Ему было бы 44. Это наш сосед. Мы много лет прожили вместе. Человек очень безотказный. Очень жалко и больно, что вот такой хороший человек ушел очень рано из жизни.
Родители ждали сына дома через полгода. Он должен был демобилизоваться в День независимости, 16 декабря. На другом конце страны, в Южном Казахстане, в последний путь провожают рядового по званию героя в короткой жизни Сапара. Он первым встал на пути террористов в воинской части и выстоял до конца. Рядовой Сапар Дасбол, он ровесник, он родился в период независимости. Ему исполнилось всего лишь навсего 18,5 лет. Данный солдат, данный гражданин выполнял свой долг. Если не мы, то кто будет защищать свое отечество? Дасбола Сапара похоронили ранним утром, 7 июня, в родном селе. Новобранец Национальной гвардии мечтал служить и дальше, добиться высот на службе. Теперь, после того, как закончится расследование, руководство гвардии будет ходатайствовать о представлении 3 погибших государственным наградам посмертно. Спасибо, спасибо. Соболезнования от себя лично и от имени президента выразили родным погибших аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и первый зампред партии Нур-Отан Мухтар Кулмухамед. Родственники людей, чьи судьбы буквально пересеклись с спланированным маршрутом террористов, до сих пор не могут поверить, что вот так мог закончиться обычный поход в магазин. Николаю Онищенко в следующем году исполнилось бы 70 лет. Преступники расправились с мужчиной во дворе его дома. Эту дикую сцену из окна видела его жена. Всех виновных накажем, кого смогли, сейчас уничтожили, остальными сейчас работаем. Поддержка, помощь Мухтара Абрановича мы окажем. Мне в морге сказали, говорит, его привезли уже все. Последний, ну как? Полтора часа. Последнего криминалиста. Скорую не подпускали. Другой погибший покупатель магазина Михаил Матросов пытался даже оказать сопротивление экстремистам. Силы были неравными. Позже бандиты обстреляли скорую, в которой мужчину увозили с места событий. Жена Михаила вспоминает, у него были большие планы на жизнь. Он собирался построить дом, и, быть может, это когда-то осуществит его сын. Мальчику 13. У него есть сын. Жизнь продолжается, мы его берем полностью на свою заботу. Если надо будет его отправить в лагерь летний, мы это организуем. Если надо будет учебу и потом вплоть до поступления в университет, мы это берем на себя. Каждый из 7 погибших во время теракта в Актобе был чьим-то сыном, братом, отцом и мужем. Если бы не мужество каждого из них, если бы не смелость встать на пути преступников, жертв могло быть гораздо больше. Они, что называется, своей грудью встали на защиту мирных граждан. И каждый из них до последней минуты своей жизни о чем-то мечтал, чего-то добивался и к чему-то стремился. Через 2 года сержант Калиев отметил бы свое 40-летие и 10-летие службы во внутренних войсках. Но в его родное село тоже доставили груз 200. Готовность отдать жизнь за родину стала делом всей, пусть и короткой жизни. У Берикжана Калиева, как и у его сослуживца майора КНБ Даниэля Майлыбаева, остались 4 детей. Слово о героизме много говорим. У него рана грудной, а не спине. Он, значит, не убегал. Он прямо принял удар на себя. То, что Даниэль Майлыбаев не спрятался от пуль ни у родных, ни у друзей, удивления не вызывает. Таким он был. Бесстрашным, открытым и с обостренным чувством ответственности. За каждого. Даже в свой законный выходной в тот трагический день майор Майлыбаев был на службе, а всего через несколько дней его должны были перевезти в Алматы. Дома отца до сих пор ждут 4 детей. Они, по словам бабушки, отказываются поверить в то, что папа больше не придет. Их главный аргумент – он всегда выполнял обещанное. Он живой. И он останется в сердце у нас. Она говорит, так никогда не жил. Он говорит, там, говорит, он работает, он вернется, он же обещал, говорит, меня и выучить, отдать мне замуж. Отцу позвонили, сказали, ваш сын ранен, срочно приезжайте. Отец убежал в больницу, оказалось, что Мирхан уже скончался. В Актобе оплакивают Мирхана Тажибаева. Его бандиты убили одним из первых. Охранник частной службы безопасности, как и Даниэль Майлыбаев, вышел на работу в выходной. Он первым прибыл на вызов в магазин «Паллада», где лицом к лицу встретился с преступниками. Вступив в неравный бой с вооруженными террористами, молодой охранник получил огнестрельное ранение в шею и скончался на месте. Он жил с отцом, военным пенсионером. 10 лет назад мужчина похоронил супругу, теперь сына. В голове, говорит, до сих пор звучит их последний разговор. Он на смене был. Я обед приготовил и сказал, и позвонил. Сынок, обед готовый, ты во сколько подъедешь? Он сказал, последний, папа говорит, попозже. Вот это,
Мои слова, его слова, это были наши последние разговоры. В воинской части 66-55 сегодня спокойно. Даже несмотря на то, что службу здесь пока несут в усиленном режиме, а на территории работают криминалисты. О том, что неделю назад здесь была перестрелка, напоминают лишь несколько вмятин на воротах. Всех погибших здесь вспоминают по-военному, без слез. Имена майора Майлыбаева, сержанта Калиева, рядового Сапара, актюбинцев Максименко, Онищенко, Матросова и Тажибаева не забудет весь Казахстан. Руслан Идрисов, Светлана Тараканова, Ардак Мауина, Артем Петров и Асель Русалиева. ЖТК. Министерство финансов США заблокировало 2,3 миллиарда долларов активов 3 стран-спонсоров терроризма. Мир уже, похоже, не станет прежним, если, конечно, страны, не имеющие ничего общего с терроризмом, не сядут за стол переговоров и не договорятся без экивоков о всеобщей борьбе с террористами и экстремистами. Пока же от рук бандитов, прикрывающихся светлыми идеями, гибнут и страдают ни в чем не повинные люди. Для туристов уже даже составляют карту террористических угроз. На неделе такую опубликовало одно из испанских туристических изданий. Самые безопасные в Европе, по мнению агентства, Швейцария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Второй уровень опасности в 17 государствах. Чуть более высокий риск совершения терактов в Исландии, Швеции, Нидерландах, Дании, Италии и Сербии. А вот страшнее всего, по мнению исследователей, в 7 странах Европы и 7 же государствах, к европейским не относящимся. Путеводитель террористических угроз по другой части света, азиатской, исследователи не составляли. Но если говорить о Центральной Азии, то тут, в общем-то, и так все понятно. По мнению некоторых аналитиков, будущее большинства стран-регионов – бедность, безработица, репрессии и рост числа голодающих. И, как считают исследователи, объективные причины для недопущения таких сценариев есть только в Казахстане. И было бы нелогичным связывать единичную вылазку местных фанатиков с какими-то глобальными индексами террористической угрозы. Казахстан остается безопасной для туристов страной. Страна готовится провести всемирную выставку «Экспо», и уже на этой неделе стартовали продажи билетов. Расхватывают как горячие пирожки из совершенно разных стран мира и планируют провести отпуск у нас. А вот Турция теряет туристов. Там новое правительство столкнулось с новыми вызовами. На неделе в Стамбуле в результате взрыва погибли 11 человек, 36 ранены. Все это происходит на фоне агрессивной порой риторики между Анкарой и правительствами других стран. А на востоке страны спецоперации и вовсе не прекращаются. Во Франции в преддверии чемпионата Европы тоже готовятся к вылазкам бандитов. В связи с этим в стране запускают приложение, которое будет уведомлять о возможных терактах. В Израиле, где террористическая угроза, в общем-то, постоянно, а атака может произойти в любой момент, на неделе было совершено бандитское нападение на развлекательный центр в Тель-Авиве. В результате 4 человека погибли, 16 ранены. В иракской столице в результате 2 взрывов на неделе погибли 22 человека, больше 70 ранены. В некогда богатейшей стране региона сегодня разруха, хаос и страх. Среди современных угроз и вызовов для международной страновой безопасности сейчас в мире терроризм выходит на первое место. География терроризма расширяется, как вы все видите. И недавние события на Ближнем Востоке, перманентно продолжающиеся, события в странах Европы, в той же Франции, Бельгии, события в Турции. Опасность терроризма в том, что она отрицает самую базовую ценность человеческого существования – это право на жизнь. Причем право на жизнь не только чужую, но и на свою. Для большинства стран мира террор сегодня – норма жизни. В Израиле отразить атаку бандитов готов каждый гражданин. А где-то теракт – это уже что-то обыденное, что не способно прервать прием пищи, скажем. Рвануло и рвануло, живы будем, не помрем. Для мирного Казахстана, продолжающего строить государственность, вылазки бандитов, террористов, убийц – это всегда нечто из ряда вон. Ну и реакция соответствующая. Всех нас возмущает, беспредельно возмущает эта трусливая выходка не террористов, а бандитов и убийц. Эти трусливые бандиты, они или пособники им, хотели разрушить наш мирный дом. Это те, которые хотели отнять нас будущее. Это те, которые хотели отнять будущее наших детей. Но враг не пройдет. После событий в Актобе в стране был объявлен траур. Вся республика искренне скорбела по безвинно погибшим. Дамир Рабуов увидел, как горе объединило миллионы казахстанцев.
Я поражаюсь мужеству этих ребят, которые смогли остановить эту волну агрессии. Безмерная им признательность за это. И, конечно же, вечная память в наших сердцах. Это просто шок. У нас стабильное государство, и подобный случай у нас произошел. То есть никто не думал, не ожидал даже. Казахстанцы скорбят. Трагические события в Актобе сплотили всех жителей страны. Люди, независимо от партийной принадлежности, вероисповедания, независимо ни от чего, все осуждают, все возмущены, все надеются, что виновные понесут наказание. Никто не хочет повторения подобных инцидентов, никто не хочет повторения таких попыток, никто не хочет дестабилизации обстановки. Они бесстрашно дали отпор врагу. Молодые солдаты не испугались и бились с бандой преступников до последнего. Всю неделю неравнодушные казахстанцы несли цветы к воротам той самой воинской части Национальной гвардии, где в прошлое воскресенье произошла ожесточенная перестрелка. Усыпана цветами и территория возле оружейного магазина «Паллада», который террористы ограбили, убив двоих ни в чем не повинных людей. Люди едва сдерживают эмоции. То, что произошло в прошлое воскресенье в Актобе, это своего рода циничный вызов. Это неуважение к собственному народу. И я считаю, что мы достойно ответим своей сдержанностью, своим уважительным отношением к своей отчизне, к своей стране. Пострадали дети, неповинные дети же, они вот солдатики. Их очень жалко. Они этого не хотели. И вот из-за этого надо их очень строго наказать, их прямо расстреливать надо. Я бы такой закон бы издала, этих террористов прям расстрелять. Возмутительно, подло, недопустимо. Эти слова из раза в раз повторяли многие общественные деятели страны. Всех нас возмущает, беспредельно возмущает эта трусливая выходка не террористов, а бандитов и убийц. Эти трусливые бандиты, они или пособники им хотели разрушить наш мирный дом. Это те, которые хотели отнять нас будущее. Это те, которые хотели отнять будущее наших детей. Но враг не пройдет. Я думаю, мы уже дали достойный отпор. И не дадим, чтобы у нас в стране был хаос и вот такие проявления экстремизма и терроризма. Политики, представители культуры и интеллигенции потрясены цинизмом преступников. В первый день священного для страны месяца Рамазан убивать, нападать, грабить. Президент говорил о том, что преступники, которые посягнули на нашу стабильность, в священный месяц Рамазан пошли на убийство, должны быть наказаны по всей строгости закона. Я думаю, что народ Казахстана всецело поддержит данное решение. Я, как бывший работник силовых структур, хочу вам однозначно сказать, что правоохранительные органы, я абсолютно уверен, как Комитета национальности, как Министерство внутренних делает все для того, чтобы жестко, на основе закона, пресечь все планы и намерения лиц, которые пытаются дестабилизировать нашу страну. Павших героев почтили минутой молчания и в главном командовании Нацгвардии. Майора Маилыбаева, сержанта Калиева и рядового Сапара здесь не забудут никогда. Поступок в данном военнослужащих, она поистине героический поступок, которые стали на пути вооруженных преступников, не щадя своей жизни, до конца своим героизмом, своим поступком показали верность военнослужащих Национальной гвардии делу Отечества. Коллеги по оружию всячески поддерживают семьи пострадавших от рук бандитов. Полицейские разных регионов перечислили родственникам погибших и раненых однодневный заработок, а стражи порядка Акмолинской области сдали кровь, так необходимую сейчас раненым в больнице. Дать хоть каплю крови, помочь тем, кто ранен, лежит в больнице, так, чтобы поскорее выздоравливали. Атырау, Костанай, Павлодар, Шымкент – жители всех городов страны внимательно следили и продолжают следить за событиями в Актобе. Вся страна объединилась в трудную минуту. Все нормальные люди, я думаю, осуждают этот террористический акт, поскольку мы в Казахстане живем в обществе стабильном, в обществе, где есть согласие между различными нациями и этносами. После события в Актобе, конечно, у каждого человека такая мысль,
появляется, мы должны как одна семья сплотиться в данный момент, чтобы укрепить стабильность и мир в нашем государстве. Потому что как мама, как и все женщины Казахстана, мы хотим, чтобы сохранить этот мир. Миром и стабильностью, к слову, казахстанцы начали дорожить еще больше. Я не хочу, чтобы в нашем Казахстане такой же были такие же теракты, как в Сирии, как на Украине эти идут войны. Все-таки и согласна с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал, что надо ужесточить меры. Я согласна с ним полностью. В казахской мудрости говорят, материнским молоком тот патриотизм носится ребенку. И если мы, казахстанцы, сейчас не пресечем такие явления, значит, мы можем потерять нечто дорогое. Для детей мирное небо, для матерей то спокойствие. Петропавловск, конечно же, скорбит вместе с Актобе, и мы очень лично воспринимаем эту трагедию. По погибшим скорбят и дети. Школьница из Актобе выразила стихами свои внутренние переживания. Қаншадам кетті жауыздардың қолынан, қанша қан төгіліпті құрып кеткір қарудан. Жазықсыздар жан тапсырса о дүниеге, ал жауыздар қыдырып жүр тату тәтті өмірде. Сами актюбинцы поддерживали друг друга как могли. Звонили, узнавали, молились. В тяжелейшие дни спецоперации не забывали и про военных, которые сутками держались на ногах. Некоторые помогали продуктами и добрым словом. Скорбит вместе с Казахстаном и весь мир. В заграничных посольствах наших стран приспущены государственные флаги. В Москве сотни простых граждан в день траура приходили в дипведомство, чтобы выразить свои соболезнования. В трудную минуту рядом оказались российские дипломаты, военные и творческая интеллигенция. В эти дни мы все вместе с Казахстаном, народом этой страны. Страны, которую в моей семье всегда считали родной. Благодаря казахстанцам мои родственники выжили во время страшной эвакуации. Если бы не они, мои родственники бы погибли. И сейчас мы должны быть рядом с Казахстаном. Потому что Казахстан, как и все цивилизованное человечество, ведет страшную, тяжелую, скрытую борьбу с людьми абсолютно подлыми, для которых нет никаких моральных критериев и идеалов. Я убежден, что мы вместе в этой борьбе выиграем. Тем более у Казахстана есть такой великий исторический лидер, как Нурсултан Абишевич Назарбаев. Держитесь, друзья. Простые люди не переставали нести цветы к посольству нашей страны и помогали казахстанским семьям, в которых случилось горе. Им неравнодушные россияне, так же, как и казахстанцы, перечисляли деньги. Боль утрат разделил с казахстанцами и турецкий народ. В воскресенье в Казахстане, а позже в Турции произошли несколько терактов. Весь турецкий народ осуждает эти неправомерные действия, потому что из-за экстремистов страдают и умирают ни в чем не повинные люди. Действия террористов жестко осудил и давний друг Казахстана – Китай. Китай выражает соболезнования жертвам перестрелки в Актобе, их семьям, а также раненым. Китай выступает против терроризма в любых его формах и поддерживает правительство Казахстана в борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности внутри страны. Мы намерены усиливать сотрудничество с Казахстаном в борьбе против терроризма и защиты регионального мира и безопасности. Теракт в Казахстане в заголовках мировых средств массовой информации. Ведущие таблоиды пишут о факторах сплоченности казахстанского народа и хорошо организованной работе силовых структур. В Бельгии о черном воскресенье узнали одними из первых. Европа знает, что это такое, и после Парижа, и после Брюсселя, и до Парижа. И, к сожалению, нет никакой гарантии, что мы все ограждены от террористических актов. И тут, конечно, не может быть никаких уступок, никакого миндальничания. Мне, конечно, очень приятно осознавать, что политическое руководство Республики Казахстан по-прежнему очень твердое, не только в намерениях, но и в действиях. Свои слова соболезнования выражали и главы многочисленных посольств, работающих в Казахстане. На официальных аккаунтах в соцсетях они пишут о большой трагедии и необходимости сплотиться в борьбе против чумы 21 века. От имени миссии США в Казахстане, а также всех граждан Америки, я хотел бы выразить искреннее сочувствие всем казахстанцам. И в особенности семьям погибших в этих бессмысленных атаках, которые произошли в октябре 5 июня 2016 года. Подобные атаки не знают национальности и религии, ведь они направлены против всего человечества.
Они объединяют казахстанцев и людей всего мира в их скорби и усилиях, предпринимаемых для предотвращения подобных ударов. Америка скорбит вместе с Казахстаном. От имени правительства Великобритании я выражаю свои искренние соболезнования семьям жертв нападений в Актубе 5 июня, а также правительству и народу Казахстана. Я желаю скорейшей реабилитации пострадавшим. Великобритания, безусловно, осуждает такие насильственные и экстремистские действия и вместе с Казахстаном скорбит о гибели ни в чем не повинных людей. Тяжелая боль от утраты в сердцах родственников погибших останется навсегда. А в стране из-за трагедии в Актубе был объявлен общенациональный траур. На зданиях госучреждений припустили флаги. Увеселительные заведения некоторое время не работали. Визуальную информацию на интернет-сайтах министерств и ведомств сделали черно-белой, в память о тех, кто стал живой преградой на пути нечеловеческой жестокости. Дамир Абуов, Жетакон. 21 мая в стране пресекли незаконные митинги. На них люди планировали протестовать против некоторых несуществующих положений Кодекса о земле. Уже тогда было понятно, что группы людей просто так не соберутся. Так или иначе, некие силы, призывавшие их выйти на улицу, существовали. Сделать такой вывод можно было хотя бы на основании того, что незадолго до дня X в социальные сети и сервисы по передаче сообщений произошел массовый вброс информации действительности несоответствующей. Сообщения были написаны весьма профессионально, с использованием методов психологического давления, плюс подогревали откровенно провокационными заявлениями некоторые отечественные средства массовой информации. Митинги в стране не состоялись, а по версии следствия, перерасти они должны были в кровавые столкновения, побоища, результатом которых должны были стать вооруженные столкновения между гражданским населением и силовыми структурами. И вот на неделе Комитет национальной безопасности рассказал, что вероятным организатором митингов и попытки захвата власти был простой шымкентский бизнесмен. Уже находясь в условиях следственного изолятора, Тулешев пытался воспользоваться сложившейся ситуацией в стране и организовать в мае 2016 года массовые беспорядки в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области. И тут уже возникает очень много вопросов. Хотя бы зачем бизнесмену средней руки, любящему, правда, играть, что называется, на публику, захват власти? Почему диверсионную работу бизнесмена никто не заметил? То есть при наличии хороших друзей в правоохранительных органах в стране можно собирать оружие и наркотики? И действительно ли в условиях изолятора Комитета национальной безопасности можно руководить организованной преступной группой? На все эти вопросы, может быть, ответов мы не получим никогда. Ну а мой коллега Марат Токмагамбет не пытался получить комментарии по этим вопросам у следствия, а просто постарался разобраться, кто же такой этот шымкентский бизнесмен. Высокопоставленные чиновники, военные и известный бизнесмен, по версии следствия, планировали вооруженный захват власти в стране. Еще полгода назад Тохтар Тулешев был известен широкой публике разве что любовью к роскошной жизни. На дни рождения бизнесмена регулярно собирался звездный бомонд. Посмотреть праздники Тулешева могли не только жители Шымкента, но и пользователи популярных видеохостингов. Для простого человека он как небожитель, например. Даже его работники пивзавода, насколько я знаю, они могли годами там работать и ни разу его в лицо, может быть, даже не увидеть. То, что его кортежи из таких крутых очень джипов гоняли по городу и, грубо говоря, на милицию, на гаишников внимания не обращали. Но, извините меня, у нас тут таких очень много крутых. Тулешев в своем городе известен не только как бизнесмен. Он активно занимался общественной деятельностью, открыл центр анализа террористических угроз, писал книги о геополитике и даже снимал художественные фильмы. А в честь дня рождения своего отца он организовал настоящий военный парад с бронетехникой и самолетами. Вроде бы человек занимается бизнесом, но при этом организует различные мероприятия по каким-то формированиям вооруженным, которые проводят парады, какие-то стрельбы, учения. Я думаю, что это, конечно, вызывает вопрос. 2016 год, январь. Кадры задержания пивного короля Тохтара Тулешева.
На тот момент предприниматель был обвинен в наркоторговле и пособничестве преступной группировке. Известно, что при обыске у Тулешева нашли оружие, наркотики и подозрительную литературу. Материалы дела попали под гриф «Секретно». И вот 6 июня Комитет национальной безопасности официально озвучил новое обвинение. Господин Тулешев ранее вел подготовительную работу, а с прошлого года активно предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти. План его действий предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков, на фоне которых он планировал сформировать так называемое альтернативное правительство и изменить структуру действующей власти. По данным спецслужб, сообщники Тулешева – это бывшие и даже действующие руководители силовых и военных ведомств. Громкие задержания спецназ провел в Астане, Алматы и Шымкенте. По данным следствия, задержанные готовили государственный переворот. В их числе бывший первый заместитель генерального прокурора Республики Казахстан, бывший член Конституционного совета Республики Казахстан, государственный советник юстиции 2 класса Ильяс Бахтыбаев, бывший начальник департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области генерал-майор Хибратулла Доскалиев. Практически все сообщники Тулешева имеют хорошие послужные списки. Ильяс Бахтыбаев почти 5 лет работал первым заместителем генпрокурора. Генерал-майор Хибратулла Доскалиев долгое время руководил комитетом миграционной полиции МВД. Задержан и экс-первый заместитель начальника ДВД Южного Казахстана Сакен Айтбеков. Под арестом также оказались командиры Шымкентской моторизированной пехотной бригады и местной авиабазы. Там в состав группы входили именно высокопоставленные силовики, то есть которые, в принципе, имели допуск к госсекретам и практически все знали о системе безопасности, начиная от воинских частей, от того, о планах реакции на терроризм, на нарушение общественного порядка и так далее. То есть это люди, которые, в принципе, знали всю систему изнутри, поэтому им это легко было очень взорвать. По версии спецслужб, Тулешев вместе с подельниками были вдохновителями земельных протестов, а сам бизнесмен финансировал несостоявшиеся митинги в Казахстане. По информации КНБ, акции протеста должны были состояться чуть раньше, но из-за ареста планы изменились. Уже находясь в условиях следственного изолятора, Тулешев пытался воспользоваться сложившейся ситуацией в стране и организовать в мае 2016 года массовые беспорядки в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области. Некоторые материалы дела не раскрываются. Например, сколько планировал потратить бизнесмен на митинги и как была выстроена преступная схема финансирования. Планировала ли группировка еще какие-то акции, не сообщается. Марат Токмагамбет, Асхат Ниязов, Абдес Рахманула и Мирамбек Акмаханов. Жетекун. В мире зафиксировали рекордный за 25 лет уровень насилия. Представители человечества, похоже, забыли о том, что созданы, в общем-то, для того, чтобы созидать. И в погоне за деньгами и властью уничтожают друг друга и все живое и неживое вокруг. В 2015-м число жертв вооруженных конфликтов стало максимальным за четверть века, а беженцев сегодня в мире максимум со времен Второй мировой войны. Количество терактов стало тоже рекордным. Лидируют Сирия, Ирак, Нигерия, Афганистан и Пакистан. Но есть на этой планете еще место для любви и радости. Исландия признана самой миролюбивой страной. Казахстан в этом рейтинге поднялся на 12 строчек. На самом деле мы отличаемся от всех других республик тем, что у нас еще не происходили никакие подобные события. Не было ни гражданских войн, ни сепаратизма, ни прочих столкновений внутри национальных. Вот. Это заслуга нашего народа, безусловно, всего общества и власти грамотной. Не позволим нарушить наше единство. И где мы сегодня столько лет делали все для единства, и сегодня наш патриотизм, наш дух не даст нарушить и разъединить наше общество, нашу дружбу народов. Мир и созидание – это то, что отличает казахстанцев, казахстанскую нацию, то, что подчеркивает этакую казахстанскость.
И в стране сегодня делается максимум для того, чтобы этот мир сохранить. А богатство не только материальное, это в конце концов не самое важное в жизни, приумножить. В завершении недели глава государства присутствовал на церемонии выпуска студентов Назарбаев университета, организации, уникальные разработки которой находят применение в мирной жизни, студенты которой уже завтра будут строить Казахстан, в котором нет места дрязгам и кровавым столкновениям. Казахстан, которому нужен каждый гражданин. Гульнара Жандагулова тоже увидела светлое будущее. Мантия, академическая шапочка и лента выпускника. В Назарбаев университете образование дают не хуже, чем в ведущих университетах Старого Света. Для выбравших учебу в Назарбаев университете 622 студентов напряженные годы учебы, бессонные ночи и многочасовые посиделки за учебниками позади. Впереди было приятное получение поздравлений от родных, друзей и преподавателей, а в особенности от того, кого здесь ждали больше всего – президента Казахстана. Четырехлетняя учеба в престижном вузе обходится в кругленькую сумму. Цифру озвучил сам президент. Как результат, в Казахстане теперь есть специалисты, которые будут работать, к примеру, в области ядерной инженерии или робототехники. Стоимость обучения в Назарбаев университете по бакалавриату в среднем за 4 года составляет 87 тысяч американских долларов, в магистратуре 36 тысяч долларов. Все эти расходы покрывает государство, потому что нам, молодому государству, очень нужны кадры. Такого нигде в мире нет. Это колоссальные финансовые средства. Вы должны помнить и должны помнить, что мы ждем от вас отдачи. Если сравнить, например, выучить одного магистра балашаховца в Великобритании за 1 год стоит 55 тысяч долларов. В США за 2 года 136 тысяч долларов. Сравните, обучение здесь обходится студентам в 2-3 раза дешевле. Качество образования то же самое. Лаборатории Назарбаев университета укомплектованы по последнему слову техники. Тут занимаются прикладной наукой. Ученые со студентами разрабатывают технологии борьбы с туберкулезом и раком, эффективные средства лечения сердечно-сосудистых заболеваний и замедления процессов старения. Знания выпускников, впрочем, пригодились бы и на производстве, уверен глава государства. Мы создали этот вуз, чтобы готовить кадры высшего уровня, прежде всего, для нашей молодой растущей страны. Я всегда приветствую желание дальше учиться, дальше совершенствовать свои знания. Но хочу вам сказать со всей серьезностью, что сегодня мы нуждаемся в таких специалистах, как вы. Руководству университета надо переориентироваться в вопросах трудоустройства выпускников. Следует более активно взаимодействовать с работодателями. Иностранные преподаватели признали, что студенты Назарбаев университет одни из сильнейших. Немногим удается дойти до финиша. Отсев идет все время, пока учится студент. Сегодня выпускников лучшего вуза Казахстана готовы принять в самых известных университетах. Наличие таких вузов, как Назарбаев университет, крайне важно. Они являются лидерами в области образования и примером для подражания для всех остальных. Мы вместе разрабатываем учебные программы, а также проводим совместные научно-исследовательские проекты. Самых талантливых и перспективных выпускников вуза работодатели присматривают уже на 3-4 курсе. Президент посоветовал руководителям казахстанских компаний и госорганам не упустить кадры. А вот сами молодые настроены самым решительным образом. Некоторые из них получили дипломы с отличием. На самом деле это незабываемое ощущение. Со мной такое впервые, когда глава государства вручает диплом, когда он тебя поздравляет, говорит твое имя. Я надеюсь, что в будущем я смогу в полной силе применить все свои знания на практике, которые я получила в течение 4 лет, и сделать нашу страну лучше, как я всегда мечтала. Я безумно рада, и я рада, что я закончила именно этот университет. Я не раз не сомневалась в своем выборе, то, что я выбрала именно этот университет. Даже в будущем, поступая на магистратуру, я выберу этот университет и буду продолжать свою учебу. Потому что я уверена, что Назарбаев университет это будет для меня самым лучшим выбором, чтобы стать инженером в Казахстане. Вы знаете, что уже 10 тысяч молодых казахстанцев обучились продолжать учебу в лучших университетах мира по программе «Балашах». Кроме этого, состоятельные родители, глядя на это, начали поставлять своих детей за рубеж
Примерно 40 тысяч казахстанских молодых людей сегодня обучаются в различных университетах мира. Уверен, что ваши достижения, изобретения, инновационные идеи станут важной частью новой истории нашего родного Казахстана. Я поздравляю вас с завершением университета. Счастливые пути вам, выпускники! Вот он, итог 4 лет упорной учебы, красный диплом. Он может стать важным подспорьем, дать преимущество при устройстве на работу. У меня в руках он стандартный, который выдается в большинстве вузов по всей стране. А у выпускников Назарбаев университета он немного отличается внешне, своими размерами. Впрочем, это никак не отразится при приеме на работу. Новоиспеченному сотруднику предстоит доказать, что он сможет применить полученные знания на деле. Гульнара Жандагулова, Бахтияр Рзаев, Канат Абильдин при поддержке телерадиокомплекса президента «Жетекун». На этом все. Мира и добра. Увидимся через неделю.